От советского Товарищ, информбюро. фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии, Хитагуров Георгий Иванович родился в 1903 году в селении Зарамак Северной Осетии, в семье дорожного рабочего. В 1919-м добровольно вступил в боевой отряд Осетинской революционно-демократической партии «Кермен». С 1920-го в рядах Красной армии. Окончил Пятигорские пехотные курсы, Киевскую объединенную военную школу, Военную академию Генерального штаба. В 1931-м командир дивизиона Дальневосточной армии. Принимал участие в боях в районе озера Хасан и на реке Халкингол. Прошел путь от командира батареи до начальника артиллерии 21-го механизированного корпуса Ленинградского военного округа. В Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года воевал на Северо-Западном, Калининском, Юго-Западном, Первом Украинском, Третьем Украинском, Первом Белорусском фронтах. Командовал дивизией, корпусом, армией. Участвовал в битве под Москвой. Штурмовал Берлин. Гитлеровцы уже видели в свои бинокли канал Москва-Волга. Враг остервенело бросался в атаки, но всякий раз мы выдерживали его натиск. У нас даже раненые бойцы, способные держать в руках оружие, не покидали поле боя. Вдохновляли бойцов и укрепляли их боевой дух отличные действия батарей «Катюш». Опять отличились и наши конники. В критические моменты боя они лихо вырывались из лесов, наносили свои неотразимые удары по пехоте противника и снова исчезали в лесах. Хитагуров Георгий Иванович, герой Советского Союза, генерал армии. После войны участвовал в Харбино-Гиринской операции и освобождении городов Харбин и Муданьцзян. Командовал 8-й гвардейской армией, Северной группой войск, Прибалтийским военным округом. Под умелым командованием товарища Хитагурова части дивизии преодолели сильное сопротивление противника. Дивизия во главе со смелым и решительным генералом стремительно шла на штурм укреплений противника, нанося последнему большой урон живой силе и технике, успешно продвигаясь вперед. Благодаря разумной инициативе, умению и решительности генерала Хитагурова, в отрыве от главных сил армии было обеспечено перевыполнение дивизии поставленных перед ней боевых задач. Награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 5 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалью за отвагу, орденами и медалями зарубежных стран. Ушел из жизни в 1975-м, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Его имя носит улица во Владикавказе. На ней открыта мемориальная доска. Бюст героя установлен в Алагире. Осетинский народ сложил о прославленном земляке героические песни.